Никифорович, посоветуйте, как вырастить здорового ребенка? Чтобы вырастить здорового ребенка, проконсультируйтесь с бабушками. Бабушки очень хорошо воспитывали своих детей. Как надо воспитывать своих детей? Грудных детей лучше всего укладывать с собой вместе. Вместе, чтобы они спали. И поэтому в родильных домах сейчас после родов отдают матерям, и они живут с матерями. Потому что это дитё, они должны быть с матерью без отрыва. И ночью мать встает, поменяет пеленочку на сухую, берет ребенка, прикладывает к груди обязательно ночью, покормит и шепчет с ребенком. Они контактируют, разговаривают. Вот где идет воспитание самого грудного ребенка. Они воспринимают, даже еще будучи плодом, воспринимают мать. А уже когда здесь в груди кормит и разговаривает мать, они это все воспринимают. И кладут на сухую пеленочку, они сразу засыпают и спят. И продолжают дальше. А когда памперсами кладут, и утром просыпаются. Целую ночь ребенок не кормленный. Целую ночь. Он не выдерживает. Ему надо почаще питаться. Поэтому у нас дети сейчас с заболеваниями желудочно-кишечного тракта столько же почти, сколько болеют сахарным диабетом. Сейчас у нас сплошные дети больные по той причине, что наши матери и родители неверно воспитывают своих детей. А как идет на прогулку, выводят своих детей, одевают в эти комбинезоны, герметически закупоривают, видны глаза, нос, если виден, еще ладно, а туда под комбинезоны 2-3 памперса оденут, и ходит этот ребенок. Я вам продемонстрирую, я студентам всегда это демонстрирую. Они ходить не могут, они вот так идут, вот так. Его на прогулке лучше пинать вместо мячика. Он так идти не может. И после прихода мать открывает этот комбинезон, и идет пар. И мать довольная, радуется. Ох, как мы прогулялись, как после бани пар идет. Мать принесла этому ребенку не столько здоровья, сколько вреда. Вред она принесла этому ребенку, вот так прогуливаясь, герметически вот так закрывая. И он должен двигаться. Ему одежду надо такую, чтобы они могли двигаться, валяться и где угодно, и ходить быстрее. А они не могут двигаться. Это все у нас придумано сейчас. Воспитывать ленивых физических таких детей жирных. И мать сейчас радуется. Поднимает ребенка, тут перетяжки от жира. Жировой комок поднимает и улыбается. Ой, какой ребенок. Плакать надо. Жирного ребенка воспитывает. Из него уже нормального не будет. Перекармливает. Поэтому диету, как самой матери надо регулировать, чтобы грудное молоко было. И грудное скармливание обязательное. Без грудного скармливания, по этой причине я только считаю, у нас дети ясельного возраста, садиковского возраста, до 30% иммунодефицитные, иммунитета нет. И удивляемся, почему это. Вдруг вышли на улицу и вдруг заболели. Пошли первый день ясли и уже пришли больными. Нету иммунитета. И мать не передает свой иммунитет грудным молоком, они не кормят, там искусственное кормление. И плюс
этому ребенку только чихнет или кашляет, ему лекарство в рот. Ему лекарство в рот. Организму не дают бороться. А ведь иммунитет вырабатывается у ребенка только в борьбе, только в противодействии с инфекцией. А если этого противодействия нет, в стерильных условиях почти живет, откуда иммунитет. Он же нежизнеспособный ребенок вырастает. Вот все это я советую таким образом воспитывать. Ну и когда дети постарше, уже все-таки в спорт, да, то есть заниматься, активно двигаться. А что сейчас наши некоторые родители говорят, а как же так, у нас вон дети какие двухметровые, акселерация это произошла не по той причине, что они хорошо воспитываются. Акселерации много факторов влияющих. Недостатка воздуха, стремление выше, чтобы свободным воздухом, чистым воздухом дышать. И в условиях, это в городских условиях ведь большая акселерация. Чувствуют ущемленность и так далее. Акселерация от этого. Ну что акселеранты, что здоровье? Я их студентам говорю. Ну вы двухметровые, ну что? Вы как глисты по ветру шатаетесь, ходите, а внутри-то гнилье у вас. Они 30% негодны для службы в армии. Здоровым надо быть. А для этого двигаться надо. Физически двигаться. Не надо бояться физически. Я студентам говорю, ходить надо, ходить надо. Они обычно начинают жаловаться мне. Говорит, что опоздали? Трамвая, троллейбуса не было. Я говорю, это я не принимаю. У вас ноги есть. Бегите, бегите. Идите пешком. Вот еще хотела бы, знаете, по питанию, чтобы вы дали советы все-таки, как бабушка вот раньше говорила, простое питание, да, то есть такое вот оно, то, что выращено на своем огороде, натуральное. Ну, натуральные продукты, без сомнения, Конечно, должны да. быть, не выращены на гормонах, на антибиотиках, категорически это не должно быть. Но самое главное, прием пищи. У нас традиционно считается трехразовое питание. Это сейчас отвергается. Не трехразовое питание. Питание минимум четырехразовое должно быть или пятиразовое. Небольшими порциями, почаще. Желудку даем такую нагрузку, потом дышать не можем. Особенно вечером, если любители поесть, натолкают, ложатся и уснуть не могут. Уснуть не могут, вот лежат, пока не переварится. Утром почему-то у народа такое мнение такое, наесться утром, чтобы днем особо не хотеть есть. Утром должен быть легкий завтрак. Легкий завтрак, каша, чай с лимоном, обязательно с лимоном. Почему? Потому что холестерин, на который мы жалуемся, единственно растворяется в двух растворителях. В спирту, в алкоголе и в лимонной кислоте. Спирт я вам советовать не могу, а вот лимонную кислоту надо принимать. Чай с лимоном надо пить. Вот. Кефир для желудка. Кефир обязательно. Хоть и здоровым считайте желудок. Кефир для желудка – это прелесть. Мечников говорил, продлять жизнь, питаясь кефиром, питаясь простоквашей.